Воспитанники Сухумской воскресной школы готовились к этому дню с особым старанием, ведь это первый их визит в дом для престарелых. Вместе с педагогами и священником храма Святого Георгия они подготовили для пожилых людей праздничную программу с песнями и стихами. Господь Искупитель, сияет всем звезда, славим мы Христа. А какой праздник без подарков и сладостей? В Сухумском доме-интернате для престарелых 50 постояльцев. В основном это граждане Абхазии, но есть среди них и россияне. У этих людей нет ни близких, ни родных. Здесь они нашли достойный уход и уют, но им очень не хватает общения. Приход детей стал для пожилых людей настоящим рождественским подарком. Спасибо большое за все, за то, что вы пришли, за то, что вы выступали, за то, что вы подарки подарили. Учащаяся воскресной школы Милана Кишмария понимает важность общения с постояльцами дома для престарелых. Никто не должен чувствовать себя одиноким, говорит она. Поздравляю всех старших, бабушек, дедушек с Новым годом, с Рождеством. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни, всего наилучшего. Анна Кварче, директор дома-интерната для престарелых, благодарна всем неравнодушным людям за внимание и человеческое участие, которое они проявляют к подопечным дома-интерната. Мы благодарны всем людям, кто нас не забывает, приходит, помнит о нас, и мы с удовольствием их ждем. И в этот новогодние такие праздничные дни выражаем им огромное спасибо. Кто пришел к нам, кто еще придет, мы всегда ждем, и двери для вас всегда открыты. Внимание и доброе слово приятно каждому человеку, но больше всего в них нуждаются пожилые и одинокие люди. Сегодня им подарили частичку тепла. Елена Лолу, Артур Каландия, Абхазское телевидение.